сначала как-то не заладилось, не пригляделась, а потом он начал звонить, писать, уделять внимание, и мы начали общаться. Но мы прообщались, я считаю, мы в январе мы познакомились, в июле меня уже засватали. Потом появился сыночек наш в январе. Леша был на работе, позвонил мне потом. Я ему говорю, ну, все нормально, а он чувствует же, что что-то не так. Я уже в больнице была. Он примчался с работы, сорвался. Ну, родила, все нормально. Теперь растет наш сладкий. Это собака, кучка. Кучка маленькая, да? Собачка. Это большая кучка. А это кто, мальчики? Вот это. Они стреляют птицу. Головы нету. Головы нет, вот стрелили, да? И у него характер папин будет. Ну и хотела бы, чтобы были черты к работе, стремился к работе. В дальнейшем у него также будет семья, чтобы он не бросал никого, всегда поддерживал нас, жену, детей. Чтобы был трудолюбивый, как папа. По образованию я слесарь-ремонтник технологического оборудования промышленных предприятий. Я закончил курсы при Горгостехнадзоре, трехмесячные курсы, чтобы работать здесь, на фабрике. А так я монтажник, слесарь-монтажник. Пришел сюда в Хелпер через подрядную организацию. Есть такая подрядная организация у нас Хелпер. Работал 4 года там, бригадиром был. Строили, много объектов здесь построили. В то же время приходил сюда на фабрику работать. Вызывали нас сюда, какие-то работы делали. Ну и, соответственно, меня здесь заметили. После чего пригласили поработать у них. Соответственно, это уже будет другая фирма канадская. Я с удовольствием согласился, потому что знал, мне здесь очень нравилось работать, коллектив здесь тоже хороший. В данный момент работаю уже 7-й год здесь, на фабрике. Работа обычная, слесарная, ежедневная. В принципе, интересная работа, каждый день разное оборудование. Любое оборудование требует подхода к нему. Прежде всего, мы должны оценить ситуацию по технике безопасности, посмотреть, чтобы под ногами у нас ничего не было. Как вы знаете, у нас существует 5 пунктов техники безопасности. И, соответственно, этим 5 пунктам техники безопасности мы приступаем к работе всегда. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Это золотые правила, мы их все должны соблюдать. Неважно, начальник или простой рабочий, все живем по этим пунктам. Есть контролеры техники безопасности, которые смотрят, нарушения выявляют. Если нарушение выявляют, составляются на нас, соответственно, дисциплинарные меры. Если мы работаем с напарником, я должен следить и за напарником. Визуальный контакт у нас с ним всегда должен быть. Даже вот в шумном помещении мало разговариваем, мы уже друг друга глазами должны понимать. Выработано у нас уже это на уровне профессионализма. У нас оборудование на дробилке как бы сломалось. То есть мы меняли сам конус, и вот он как бы проявил себя там с хорошей, как бы, как механик, как человек, как бы отработали до конца, исправили, можно сказать, вот эту неисправность. Он как бы среди лидеров был там. Бывает, что мы задерживались по работе, чтобы закончить эту работу. Он как бы задержался, как бы мы починили вот эту неисправность. Получается, мы ее запустили, и он как бы со всеми вместе он с нами отработал. И, можно сказать, всегда на нее в трудные моменты я на нее надеюсь. Мы блокируем своими замками. Вот свой замок, своя карточка. Как видите, моя фамилия, лицо мое. Все. Уже другой человек не запустит это оборудование, пока я там работаю. После того, когда я завершаю работу, я снимаю замок, сообщаю оператору, что я завершил. Все тут, все продумано. Поэтому мне нравится здесь работать. Здесь действительно техника безопасности. Твоя жизнь — это в первую очередь.
А неважно там, сколько будет это оборудование стоять, главное, чтобы ты его ремонтировал безопасно, чтобы руки и ноги целые были. Вот это Кумтор на этом и держится. Зарплата выплачивается все вовремя. За соблюдение техники безопасности нас тоже поощряют премиальными. Соответственно, чтобы не терять эти премиальные, мы тоже следим за собой, контролируем каждое свое действие. Мы можем остаться на сверхурочное время, за это нам платят тоже деньги. Но мы с удовольствием остаемся на сверхурочное время, это двойная оплата. Допустим, я вот один в семье работаю, у меня в семье 6 человек. Никто не работает, потому что у меня в Каджисае нет работы. Кормлю я один. Иногда подтягиваешь ребят поработать у себя дома. Соответственно, я им плачу. Им тоже это хорошо. Мы платим, они работают, мы работаем. Если у нас есть работа, если у них работа. Мечта была, я себе приобрел мотоцикл Kawasaki. Сейчас могу вам его показать. Моя игрушка, как говорится. Мое удовольствие, отдых мой. Тоже соблюдаю сефти, как говорится. Как всегда должно быть. Это безопасность головы, рук, ног. Это как бы уже в крови безопасность прежде всего. Как и на работе, так и дома, и во время отдыха. Это уже у меня на уровне правил жизни, как говорится. Вот. Ну, сейчас зимнее время, и мотоцикл как бы нельзя ездить, поэтому вот сейчас он на консервации. Но я занимаюсь рыбалкой, отдыхаю также. Вот. Люблю порыбачить, покидать удочку, ловить форель можно у нас в зимнее время. Приходилось ездить даже в Казахстан на заработки, и там работали, и нелегально, и легально работать приходилось. И иногда были нехватки, приходилось даже собирать металлолом после шахты у нас, после завода. Тут много чего бросали вокруг, все это собирали, сдавали на металлолом. Ну, конечно, Кумтор сейчас на данный момент обеспечивает нормальным рабочим местом, условия все создает для работы. Также мы 15 дней отдыхаем, 15 дней работаем, получается, есть время и для семьи, есть время и для себя немножко, и для отдыха, и дома что-то сделать получается. Мне так нравится здесь, на Иссык-Куле, вот, пожалуйста, свежий воздух морской, выехал сюда, отдохнул, летом у нас хорошо. А так, чтобы куда-то уезжать, я не хочу. Жене тоже нравится, родители тоже не хотят никуда уезжать, поэтому наши корни как бы здесь и останутся. Буду строить, буду поднимать хозяйство какое-то, развиваться здесь, открывать свой бизнес в дальнейшем, постараюсь, конечно.